Здравствуйте! В эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Республиканская партия в США будет контролировать с января обе палаты Конгресса. Генри Киссинджер считает, что есть возможность избежать холодной войны. Лидеры самопровозглашенных республик на востоке Украины собираются пересмотреть Минские соглашения. Начнем, как всегда, с Праги. Сергей, что вы нам сегодня расскажете? Спасибо, Наташа. О многом расскажем. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Москва сделала НАТО предупреждение. Россия примет все меры, чтобы обеспечить защиту от угроз. Об этом в газете «Коммерсант» заявляет постпред России в Альянсе Александр Глушко. По его словам, новая усиленная конфигурация сил НАТО будет учтена в военном планировании. Понятным языком это звучит так: до улучшения отношений еще долго, и Западу стоит ожидать наращивания сил России. Недопонимания между Москвой и Альянсом, понятно, возникли после событий в Украине. Как из Киева можно трактовать эти заявления Москвы? На связи с нашей студией Игорь Тенюх, еще недавно министр обороны Украины. Господин Тенюх, здравствуйте. Предупреждения России в адрес НАТО не могут не касаться Киева. Вот как Украине стоит реагировать на наращивание своих сил Россией? В Украине в самый кратчайший срок необходимо восстановить полную боеготовность и боеспособность своих вооруженных сил. Чем она сейчас и занимается. Это самый главный сигнал, который не только идет от России, а идет от тех последних действий, которые имели место в Луганской, Донецких так званых республиках, и о том количестве военной техники, которая сейчас уже выдвинута на границе с Украиной. И особенно, что тревожит, это комплексы «Искандер», которые российская сторона выдвинула на границе Украины. Вот это самое главное. Посол России в НАТО обвинил западные СМИ в искажении фактов относительно России, в том, что, цитата, «размах пропагандистской кампании в западных СМИ душит ростки здравого смысла». Как в этой, прямо скажу, информационной войне вести себя Украине, по-вашему? Политика России уже показала на протяжении последних, как говорится, месяцев всю свою неправдивую информацию, которую они хотят заполонить весь мир. Поэтому Украина, так же как и с вооруженными силами, должна немедленно нарастить информационное поле и показывать те факты в более широком аспекте, правдивые факты, которые имеют место. Поэтому зомбирование, которое хочет сделать Россия по отношению к другим гражданам, не только Украины, но и других, я думаю, не пройдет. Это был Игорь Тенюх, экс-министр обороны Украины. Благодарю вас, спасибо. И новая страшная история об Украине в эфире российских медиа. Заголовок с канала НТВ. С сайта вещателя: нацгвардейцы со шприцами сделали из донецкого мальчика мишень для ракет. Журналисты рассказали о 12-летнем мальчике из Донбасса, которого нацгвардейцы якобы из колов наркотиками использовали как живую радиомишень для наведения своей артиллерии. НТВ сообщал, что родители мальчика в это время украинские военные держали в заложниках, угрожая им смертью. Эту картину невозможно забыть. Отец с приставленным к виску пистолетом и мама в разорванной одежде на полу. Этот детский рисунок черным карандашом пропитан болью и горем Стаса. Информация о мальчике появилась 29 октября. Как значится на сайте МВД, с 30 числа 12-летний Стас находится в розыске. И вместе с тем в ориентировке МВД Донецкой области отмечается, что Стас исчез 12 октября. Есть информация также, что мальчик нездоров и склонен к бродяжничеству. Прокомментировать сообщение НТВ мы попросили представителя Совета национальной безопасности и обороны Украины по телефону из Киева спикер СНБО Андрей Лысенко. Это очередная утка, очередная доза пропаганды, чтобы отравить и свое население, и население прилегающих областей. Другие темы в нашей программе. Россия в составе так называемого гуманитарного конвоя отправила на Донбасс бензовозы. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ. Конвой состоял из 7 цистерн, одного грузового автомобиля, автомобиля поддержки и машины сопровождения. Транспортные средства проверили только российские пограничные и таможенные службы. По данным ОБСЕ, автомобили уже вернулись в Россию. Напомню, некоторые прежние конвои были загружены не полностью, и по информации украинской стороны, тогда на обратном пути автомобили вывозили оборудование части украинских заводов Донбасса. О том, шли ли бензовозы в Россию порожними или нет,
ничего не известно. «Миша, любишь украинцев пострелять? Застрели меня». Именно с такими словами гражданская активистка устроила антивоенную акцию на премьере спектакля «Трамвай желания» в МХТ имени Чехова, когда актеры вышли на поклон. Вместо цветов к ногам Михаила Пореченкова она бросила игрушечный пистолет. Как сообщается, активистку не задержали. Напомню, недавно Михаил Пореченков ездил на восток Украины, где перед объективом видеокамеры стрелял вместе с сепаратистами. И после обнародования этого видео Госагентство Украины по вопросам кино отказало в регистрации в стране фильмов с участием Пореченкова. Мы связались с актером по телефону. Михаил отказался комментировать произошедшее, отметив, что для этого еще не настало время. Это лишний повод собакам полаять. Вот так сказал актер. Ну и тем временем часть актеров Российского союза кинематографистов собирают в социальных сетях подписи за исключение своего коллеги Михаила Пореченкова из Союза. В руководстве организации заявили, что подписи в интернете никаким исключением привести не могут. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. О чем сегодня говорят по ту сторону океана? Наташа, знаю, у вас очень редкое интервью, на которое я прошу аудиторию обратить внимание. Это интервью с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером. Продолжайте. Спасибо, Сергей. Ну, начнем с главных новостей сегодня в США. Передовицы сегодняшних газет посвящены результатам вчерашних промежуточных выборов. «Нью-Йорк Таймс» пишет: республиканская партия завоевывает Сенат, пользуясь недовольством избирателей, они берут Конгресс под контроль. И «Вашингтон-Пост». Республиканская волна. Республиканская партия доминирует на промежуточных выборах, берет под контроль Сенат. Республиканцы торжествуют также на губернаторских выборах. Из 100 кресел в Сенате 52 займут республиканцы, 45 демократы, 3 места пока находятся под вопросом. С января президенту-демократу Бараку Обаме придется иметь дело с Конгрессом, где его политические оппоненты представляют большинство в обеих палатах. Переход обеих палат Конгресса под контроль республиканцев ограничит президенту пространство для маневра в достижении его двух главных внешнеполитических целей, говорит профессор Американского университета Гай Зив. Президенту Обаме будет гораздо труднее добиться желаемого прогресса как на переговорах по иранской ядерной программе, так и в израильско-палестинском мирном процессе. К сожалению, обе эти темы в течение многих лет использовались в качестве партийного футбола на капитолийском холме. Планируется, что переговоры по ядерной программе завершатся до конца месяца. Международные партнеры Тегерана по переговорам пытаются убедить его ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на ослабление некоторых экономических санкций. Многие республиканские сенаторы выражают опасения по поводу соглашения, которое позволяло бы Тегерану продолжать любую работу по обогащению урана, но президент Обама уже имеет полномочия снимать санкции США без одобрения Конгресса. По мнению эксперта Института Каттона Джастина Логана, ситуация может измениться, если республиканцы решат более энергично противостоять Ирану. Есть вероятность, что большая республиканская волна и смена контроля в Сенате приведут к появлению законопроектов о санкциях, на которые эти полномочия по отмене уже не будут распространяться. Но в этом случае Конгресс должен будет взять на себя ответственность за эту политику и как бы оставить свой след. Исторически на такие вещи идут неохотно. Представитель Госдепартамента Джен Псаки заявила, что американские дипломаты будут сотрудничать со всеми, кто контролирует Конгресс. Госдепартамент – это не партийная структура. Мы работаем с демократами и республиканцами и будем двигаться дальше, руководствуясь этим. Что касается госсекретаря Керри, то во время предвыборной кампании в СМИ появлялись критические сообщения со ссылкой на источники в администрации Обамы о том, что в своей внешнеполитической работе Керри якобы оторвался от президента. Однако, по словам Псаки, Белый дом ясно дает понять, что Керри сохранит свой пост. С нами на связи из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Виктория, добрый день. Как республиканцам удалось добиться такой победы?
Наташа, добрый день. Если я должна тебе сказать, что если бы я была лидером республиканской партии или вот просто лидером демократической партии или просто демократом, я бы уже впала в глубокую депрессию. Действительно, промежуточные выборы стали поражением для демократической партии, настоящим триумфом для республиканской. Республиканцы не только получили все, что хотели в Сенате, они должны были получить 6 мест, получили 7 мест и, скорее всего, получат еще одно место в начале декабря в результате второго тура выборов в штате Луизиана. Они также получили очень много мест и лидирующих позиций на других уровнях, например, в таких совершенно демократических, исторически демократических штатах, как Массачусетс, Мэриленд, были избраны республиканские губернаторы. В родном штате Барака Обамы, Иллинойсе, был избран республиканский губернатор. О чем это говорит? Скорее всего, это не говорит о том, что вот Америка проснулась и все избиратели вдруг вот полюбили республиканскую партию, потому что по опросам населения буквально за несколько дней до выборов 60% избирателей не одобряли работу республиканцев в Конгрессе в Вашингтоне. Так что, скорее всего, результаты этих выборов говорят о том, что американцы хотят нового направления, они в политике, во внутренней, во внешней политике, они хотят более быстрого роста экономики, большей безопасности и более уверенного лидерства внутри страны и на международной арене. Но я хочу сказать, что вообще такое явление не является в контексте американской демократии чем-то необыкновенным. Очень часто в конце второго срока президента, вне зависимости от его партийной принадлежности, во время промежуточных выборов избиратели голосуют за партию его оппонентов. Спасибо. Это была Виктория Купчинецкая, наш корреспондент в Нью-Йорке. Мы можем также напомнить, что теперь с января республиканцы должны занять ключевые посты, в общем, в главных комитетах в Сенате. Прага, мы передаем слово вам. Сергей? Спасибо. К событиям в Грузии. Там усиливается политический кризис. После увольнения министра обороны Ираклия Аласани в отставку подала министр иностранных дел страны Майя Панджикидзе. Коалиционное правительство Грузии представлено 3 партиями: движением «Грузинская мечта», Республиканской партией и партией «Свободные демократы». В ситуации пыталась разобраться Шахида Якуб. Кризис назревал давно. Генеральная прокуратура предъявила обвинение ряду сотрудникам Минобороны страны. На этот счет неоднократно высказывался министр обороны Ираклий Аласани. Аласани – лидер партии «Свободные демократы», самой популярной партии в стране, до вчерашнего дня представленный в правительстве 4 министрами. Сегодня остался всего один – министр юстиции Тея Цулукиани, и непонятно, надолго ли. Грузинская коалиция негласно разделена на пророссийский лагерь, представленный премьер-министром Ираклием Гарибашвили, бизнес-партнером и соратником негласного лидера Грузии Бедзина Иванишвили, и прозападниками во главе с уже отставленным Ираклием Аласани. Майя Панджикидзе, министр иностранных дел от его партии, объявляя о своей отставке, сегодня заявила: европейский и евроатлантический курсы страны, европейское будущее Грузии – это выбор грузинского народа. Это то, за что люди проголосовали на выборах 2012 года. И моя команда, те люди, которые могли и которым было непосредственно поручено выполнение этой цели, мы не можем предать этот выбор грузинского народа. Этой же проевропейской позиции придерживаются и республиканцы. Сейчас идут интенсивные внутрипартийные и межпартийные переговоры, и от их исхода зависит, потеряет или оставит за собой парламентское большинство нынешняя коалиция. Однако о внеочередных парламентских выборах в Грузии говорить пока рано. С просьбой помочь проанализировать произошедшее Шахида Якуб также обратилась к директору грузинской службы «Радио Свобода», к нашему коллеге Давиду Какабадзе. Давид, можно ли говорить о конце грузинской мечты уже? О конце, наверное, рано говорить. Может быть, о начале конца. Может быть. Хотя и это не ясно еще. Факт, что, выйдя из состава коалиции, свободные демократы лишили коалицию большинства в парламенте. У них было 10 мест в парламенте. Всего у коалиции было 83. Сейчас остается 73. А чем было вызвано это противостояние между Генеральной прокуратурой и Министерством обороны? Ведь все это шло очень давно, долго, и вдруг это вылилось в отставку министра обороны, очень популярного человека. Хотя, скорее, не в отставку, а в освобождение. Освобождение, да.
так как все думали, что министр подаст в отставку, но мне кажется, что его опередил премьер и освободил его с должности. Ну, давно говорили о том, что они не ладят, давно говорили о том, что, и это было ясно, в принципе, что министр обороны не ладит с Бидзиной Иванишвили. В свое время, наверное, помните, что его Иванишвили как раз освободил с должности вице-премьера, хотя оставил его министром обороны, но уже тогда было ясно. Наверное, вынужден был оставить. Ну да, наверное, все-таки он вынужден был считаться с мнением и западных партнеров, а среди западных партнеров Аласанья пользуется популярностью, у него очень хорошие связи и в Соединенных Штатах, и в европейских странах, и, видимо, это надо было учитывать Иванишвили. То есть Иванишвили надо было выиграть какое-то время для того, чтобы потом распределить свой план. Потому что сейчас очень многие говорят, вы, наверное, знаете, что существует такой раскол между людьми Бидзиной Иванишвили, который, в принципе, считается прорусским, и прозападным североатлантическим крылом грузинской политики. Это как республиканская партия, входящая в коалицию, тот же самый Аласанья, его партия. Во всяком случае, такие разговоры велись с первого дня появления Иванишвили в политике, что он как раз человек, ориентированный на Россию, а не на Запад, о республиканцах и о Аласанье и его партии всегда было известно, что они именно выступают за вступление Грузии в НАТО и за становление Грузии именно европейской страной. Ну а вы как считаете, станет ли Грузия более пророссийской сейчас, когда Аласанья ушел, и республиканцы поговаривают о том, что вы... Я думаю, что такая опасность есть. Я говорю это просто наблюдая за тем, что происходит. Например, наблюдая за тем, как расширяются торговые связи между Грузией и Россией. И как Грузия не присоединяется к санкциям, которые ввели против России практически все демократические страны. Но Россия на это отнюдь не отвечает тем же. Возьмем хотя бы вот это запланированный договор, который Россия предложила Абхазии. Это практически попытка аннексии Абхазии или план аннексии. Это было сделано как раз вот в самый последний период, в прошлом месяце это было. Так что Россия далеко не реагирует на позитивные шаги со стороны Грузии такими же позитивными шагами. Спасибо большое. Это был директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. И далее в программе эфир из Вашингтона. Коллеги, вам слово. Генри Киссинджер, легендарный госсекретарь, сегодня остающийся одной из влиятельных общественных фигур в США, высказался по поводу конфликта в Украине и той ситуации, которая складывается в отношениях между Россией, Европой и США. Фрагмент из интервью Киссинджера нашему корреспонденту Михаилу Будкину. Я думаю, что нам необходимо принять фундаментальное решение. Украина имеет полное право на независимость. Однако другие державы должны решить, хотят ли они превратить Украину в свой стратегический форпост или в связующий их державы мост. Если одна из сторон превратит Украину в свой форпост, это приведет к глубокому антагонизму противоположной стороны. Если же будет достигнуто соглашение о совместной поддержке украинской независимости, и Украина станет мостом, а не форпостом, тогда мы сможем избежать опасности новой холодной войны. К слову, американская администрация тоже неоднократно подчеркивала, что Украина должна иметь хорошие отношения как с Россией, так и с Евросоюзом, но что Россия должна относиться к Украине как к суверенному государству. Москва проинформировала Вашингтон о том, что не примет участие в саммите по ядерной безопасности в 2016 году, который пройдет в США. Кроме того, Россия не участвовала и в подготовительной встрече. Белый дом выразил по этому поводу сожаление. А на предыдущем таком саммите, он состоялся в Гааге, Барак Обама назвал Россию региональной державой, которая угрожает соседям из-за своей слабости. Я приветствую в нашем эфире корреспондента Александра Григорьева. Хочу его спросить, как в Вашингтоне оценивают вот этот следующий шаг Москвы? Надо знать, что саммит по ядерной безопасности – это личный проект Барака Обамы, который
крайне глубоко демонстрирует его приверженность одному делу, то есть избавлению мира от ядерного оружия, о чем Обама неоднократно говорил. Кстати, эту же цель декларировал Джон Керри, будучи еще сенатором Соединенных Штатов. Обама организовал этот саммит первый в 2010 году, провел его в Вашингтоне. Это был самый крупный слет мировых лидеров, более 50 из них съехали в столицу США после образования ООН. То есть этот саммит решает колоссальной важности задачи, то есть борьбу с ядерным терроризмом, попытку объединения всех государств мира, обладающих ядерным потенциалом, мирным и военным, в противодействии этой страшной угрозе. То есть ядерный теракт – это, конечно, катастрофа для всех нас. И то, что Россия демонстративно выходит из проекта, который выгоден ей, безусловно, как он выгоден всему миру, не только Соединенным Штатам, и причем бьет по той самой любимой теме Барака Обамы, это, конечно, в первую очередь символический шаг. Это наказание администрации Обамы за ее действия, вероятно, в отношении российско-украинского конфликта. Александр, а вообще осталось ли у Обамы еще какое-нибудь такое любимое внешнеполитическое детище, которое может пострадать от действий России, ну вот 2 года, которые остались Обаме на посту? Вот я не хочу накаркать, но я могу предположить, что у нас остается единственное достижение политики перезагрузки, нетронутое. Это договор СНВ-3, подписанный Обамой и Медведевым в Праге. Этот договор сокращает ядерные арсеналы Соединенных Штатов и России. И если Россия, уже такие голоса звучат, выйдет из этого соглашения, это будет крах всей политики последних лет. Спасибо. Это был Александр Григорьев. Возвращаем эфир в Прагу. Сергей? В Москве отменен спектакль известного сатирика Виктора Шендеровича «Как таскали пианино». Спектакль запланирован на 7 ноября. Московский международный дом музыки, где он должен был состояться, не может уточнить причину отмены. Вот фрагмент спектакля, который, кстати, шел уже не 1 год. Хот-доги заедая пиццами, любя Каддафи при оказии, она березовыми ситцами заколебала всю Евразию. И заколдова зачарована сама собой. Лежит громадина, где тянут все, что не своровано. Виктор Шендерович, как и Андрей Макаревич, давно критикует власть. Совсем недавно сатирик был гостем нашей программы, где он так охарактеризовал нынешнее положение дел в Российской Федерации. Абсолютная власть сносит крышу. Это нормально, это понятно. На то и, собственно говоря, разделение властей, чтобы у главы государства не сносило крышу. Вот в Америке, если у него снесет крышу, это его личная проблема, потому что будет импичмент немедленно. Если он развяжет войну или попытается узурпировать власть. Да, на этот случай есть очень много инструментов, которые не позволят ему это сделать. Поэтому там не сносит крышу. И вновь черед Соединенных Штатов. Вашингтон, продолжайте. Наташа. Среди американцев идея заготовки домашних консервов приобретает все большую популярность, хотя идея не стала, по крайней мере, пока национальным спортом. Репортаж Джун Со о группе энтузиастов в городе Александрия, штат Вирджиния, которые обмениваются продуктами собственного приготовления. На этом мероприятии в городе Александрии под Вашингтоном энтузиасты домашней готовки проводят дегустацию, обмениваются удачными рецептами и оценивают кулинарные способности друг друга. Я принесла свои маринованные огурчики и яблочное повидло. А я квашеную капусту. Год назад Шилу Пател организовала это мероприятие. Его участники встречаются каждые 2 месяца. Я люблю готовить собственными руками и люблю, когда люди знакомятся и начинают дружить. Это здорово видеть здесь своих соседей, то, как они сами делают что-то и делятся плодами своего труда. Единственные требования к участникам мероприятия – все продукты должны быть домашними и выращенными без пестицидов. Джереми Гундерсон принес конфитюр из домашних ежевики и клубники. Под Вашингтоном есть ферма, на которой ты можешь сам насобирать фрукты и ягоды. Все растет без пестицидов. Можно тут же на грядке наслаждаться дарами природы. Пател приготовила окру и засолила огурцы, выращенные на собственном участке. Я увлеклась садоводством 5 лет назад. Я выращиваю свои помидоры, перцы, огурцы и окру. У меня также есть садик для приправ. Мне нравится делать заготовки самой, точно зная, где и как росли мои овощи и фрукты. Движение «За чистый домашний стол» зародилось в Бруклине, в Нью-Йорке, 5 лет назад и начало распространяться по всей стране.
После того, как участники встречи попробовали кулинарные шедевры друг друга и пообщались, начинается аукцион. Роль валюты выполняют принесенные продукты. Каждый раз я вижу здесь новые лица. Круг друзей постоянно расширяется. Новые знакомства, новые блюда. И, конечно, чувство соседского локтя. Это то, ради чего, по словам участников встречи, они приходят сюда вновь и вновь. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Ну и напоследок из Америки самые популярные кинофильмы и первый за 6 лет альбом Нила Даймонда. Данные кинопроката по Северной Америке показывают, предпочтения зрителей разделились, причем почти поровну. На первом месте «Стрингер» с 10 миллионами 909 тысячами долларов, а сразу после него доска «Уиджа», собравшая всего на 9 тысяч меньше. И это несмотря на то, что фильм идет в кинотеатрах уже больше недели. «Ярость» с Брэдом Питтом уже третьи выходные подряд держится среди лидеров. На этот раз за 3 дня фильм заработал 9 миллионов 100 тысяч долларов. У «Исчезнувшей» Бена Аффлека 8 миллионов 800 тысяч. А завершает пятерку лидеров «Книга жизни» с 8 миллионами 300 тысячами. Данные взяты с сайта boxoffice.com. А теперь переходим к музыкальным новостям. «Melody Road» стал первым альбомом Нила Даймонда за последние 6 лет, а также первой работой со студией Capitol Records. Альбом представляет собой сочетание гитарного исполнения, за которое Даймонд и получил признание, и эмоциональных баллад, демонстрирующих его особенный голос. Обладатель Грэмми, Даймонд продал более 125 миллионов альбомов по всему миру. 56 его композиций попадали в чарт 100 лучших песен, 37 из них входили в десятку лучших, как и 16 альбомов, которые лидировали в чартах. В 2011 году его имя было внесено в аллею славы рок-н-ролла. Нил Даймонд родился 24 января 1941 года в Бруклине, в Нью-Йорке. Он посещал школу имени Авраама Линкольна, где пел в школьном хоре со своей будущей партнершей Барбарой Стрейзанд. В 1966 году Даймонд подписал контракт с компанией Atlantic Records Bank Records, после чего последовала серия хитов, которая началась с композиции Solitary Man, ставшей его коронной песней, которая определила его музыкальный стиль. Его успех длился десятилетия. Песни «Черри Черри», «Kentucky Woman» и «Sweet Caroline» – одни из самых ярких в его карьере. По сей день, говорит Даймонд, ему очень приятно услышать своих поклонников, как старых, так и новых. Я бы хотел, чтобы они сказали, у него все еще получается, и он лучше, чем когда-либо. Я не знаю, что они скажут, но это то, что мне хотелось бы услышать. Этот альбом для меня особенный. Песни особенные и музыка особенная. Поэтому я хочу, чтобы мои поклонники постарались понять этот альбом и насладились им. Потрясающее чувство, когда люди, которые знакомы с твоей музыкой, говорят тебе комплименты. А некоторые песни, которые звучат уже на протяжении десятилетий, и люди знают их наизусть. Ничто не сравнится с этим чувством. За исключением только времени, когда ты пишешь эти тексты, когда возникает чувство, что ты творишь что-то прекрасное из ничего. Это очень вдохновляет. И хочется поделиться этим незамедлительно. Тур, посвященный новому альбому, стартует в 2015 году. На сегодня все. Эту программу подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона, «Радио Свобода» из Праги. Заходите на наш сайт currenttime.tv, смотрите, читайте, комментируйте. Ну, Сергей, до встречи в завтрашнем эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра вечером. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания.